Каким будет воротник, рукав и линия талии, девочки выбирали на конкурсе по жребию. На каждое изделие уходило определенное время. К примеру, для изготовления этой блузы понадобилось 5 часов, для изготовления брюк – 6 часов. Наши участницы хорошо справились с заданием. Не случайно здесь в колледже есть все возможности для того, чтобы готовить специалистов на такие престижные соревнования. Все техническое оборудование соответствует стандартам WorldSkills. Именно на таких машинках и учила шить свои изделия Фатима Миржоева. Эскиз, моделирование готового образа. Мода – это искусство, и создание нарядов – настоящий талант и упорный труд. Фатима представляла Ингушетию в финале национального чемпионата WorldSkills в Казани. Девушка продемонстрировала лучшие результаты в компетенции технология моды. Быстрее всех участниц она сшила блузу. В национальном чемпионате было 4 модуля. Это брюки, пошив, конструирование, моделирование и пошив брюк, пошив блузки, макетирование, эскизирование. Закончила отшивать брюки за час до назначенного времени. Меня готовили мои мастера. А сколько часов занимались? По 8-9 часов. Наверное, это и помогло, да? Да. Конкурсные задания действительно были сложными. Для участия в национальном чемпионате в Казань поехала целая команда из Ингушетии. Готовили участницу мастера производственного обучения, конструктор и технолог пошива. Каждое изделие там имеет ограничение во времени. И чтобы соответствовать, закончить вовремя, соответственно, мастера, они должны тренировать так участниц, чтобы они укладывали заданное время. Потому что это играет огромную роль. Потому что в задании написано, пошито, не пошито, должно быть одето на манекен. И так мы прошли региональный чемпионат. Благодаря региональному чемпионату мы отобрали лучшую студентку нашего колледжа. В данном случае это была Миржоева Фатима. И мы поехали на отборочные соревнования. В отборочных соревнованиях участвуют 48 регионов. Это большая конкуренция. И чтобы пройти, вы знаете, это очень тяжелая задача, это тяжелая работа. Благодаря усилиям и большой работе Фатиме удалось войти в десятку лучших. И это несмотря на то, что участницы из других субъектов владели уровнем юниорок. С нуля начали они это задание. Брюки, потом эскизирование, макетирование, вышивание. Вышивание мы не проходим. Это более такая кружковая работа. Самостоятельно она это все дома делала. Здесь мы отшивали блузки, брюки. Чуть-чуть макетированием занимались, эскизирование она сама, и вот это вышивание тоже это домашняя работа была. То есть вот студентка, которую мы отобрали, это был правильный выбор, потому что человек очень ответственно относился. Помимо того, что она здесь по 8-9 часов, еще домашнее задание на 4 часа. В принципе, она очень достойно выступила, если учесть, какой сложный этот национальный чемпионат. Фатима Миржоева уже создала свою коллекцию одежды, пока это только конкурсные работы, платья, блузы, юбки и даже брюки. Платье из хлопчатобумажной ткани отшивалось за 10 часов, оно на подкладе, рукав волан, отрезное по линии талии. В моде, потому что... Как правило, все модельеры еще и хорошие художники. Любое платье, жакет или пальто изначально появляется на рисунке, а уже потом умелыми руками мастера превращается в готовое изделие на манекене. Фатима Миржоева сейчас работает над новыми моделями. Здесь, конечно, будет намного больше работы. До того, как отшить пальто, я зарисовываю идею. На данный момент актуальны тренчи, пальто, макинтоши. Из плащевки длинные, французские длинные. Первый макинтош и первый тренч я сошью для себя. Сейчас колледж готовит участников для участия в региональном конкурсе. По плану задания будут сложные. Отбирать конкурсантов будут из первых и вторых курсов. А пока девочки вовсю учат азы этого нелегкого, но интересного дела. Рина Цычоева, Рахман Цуров. Новости 24.